Привет, мои бесплатные гайси, как дела? У меня все, видите, прекрасно. Буду вам рассказывать про грамматику. Сегодня с самого начала начнем изучать то, над чем у вас были вопросы раньше, или что, о чем вы там даже, может быть, как бы знали, но забыли, или сейчас не задумываетесь, или не знаете, как верно, просто делайте, как получается. На этом трехдневном курсе нас ждет 3, даже, больше важных тем, потому что я думаю, что за один урок я успею вам много рассказать. Эти темы помогут вам вообще избавиться от всего, от всех проблем, которые у вас только возникают на начальных этапах. Первая тема на сегодня – это глагол to be. Это одна из самых важных тем. Кстати, разговаривать я буду с вами на русском языке, поэтому можете расслабиться. Что такое вообще to be? И нафига он вообще, нужен? И что за хрень? Короче, прикол в том, что, запомните эту фразу, в английском языке нету предложений без глагола. Если вы не помните, что такое глагол, это действие какое-то. Бегать, прыгать, плясать, сидеть, какать. О, смешная шутка, Паша, да, ха-ха. Без глагола предложения в английском языке не существует. Если глагола нету, то есть, например, я Паша. Здесь глагола же нет? Нету. Нам нужно его искусственно туда добавить просто. Понимаете? Если глагола нету, если вы не хотите говорить про глагол, нам нужно добавить туда глагол. Как это делается? Для этого у нас есть to be существует. Вам не нужно его переводить, вам не нужно задумываться, что он значит. Короче, не глагола ставим to be автоматически. I, he для мужчины, he, she для девушки, we для нас с вами, we, they для группы людей, they. Я думаю, это вы тоже запомните, это у вас в табличках все будет. И есть you, ты, или you, вы, это не важно совсем. И все объекты — это it. То есть, например, мы думаем, что же такое маска? Это he или she? Маска же, наверное, она, это значит she, нифига, это it. Все, что вы видите вокруг себя, это it, в том числе животные, которые не ваши любимые животные, а просто которые бегают. Это все it. Итак, мы используем глагол to be, вместе с I мы используем am. I am. Что за фигня? Например, я Паша. По-русски мы говорим я Паша. Нет проблем вообще. Я Паша, супер, нормально звучит. По-английски мы скажем I am Паша, окей? Я думаю, что вы это все знаете. Но вы должны все это повторить, чтобы для себя сформировать полностью базис. What's your name? What's your name? Вы можете сказать I am Denise, I'm Настя, или my name is Denise. А здесь уже is, почему? Потому что name это it. He, she is мы используем с he, she, it, блять, ну на монтаж придется делать, сука, теперь. He, she, it мы используем с is. He is, she is, it is. Okay? Например, маска. Это маска. В русском языке мы говорим, это маска. А в английском it mask, так нельзя сказать. It is a mask. It is a mask. Артикли потом. В принципе, все понятно. Мы хорошие. We good, скажем, да? Мы we are good. We are good, потому что you, we, they мы используем с вспомогательным глаголом are. Это глагол вспомогательный. Он помогает нам построить грамотное предложение. Поэтому называется вспомогательный. Он хелпует нам. Если без него просто бред будет, то типа, не получится, так сказать. То есть вы не должны задумываться, а как вот это вот на русском я сказал? Я есть, я являюсь. Не надо задумываться. В английском языке мы используем глагол, где его нету. To be мы берем и впихиваем. Именно to be, не какой-то другой. Не like, не swim мы берем. Am is are и запихиваем. Он разный для этих разных местоимений. В остальном все глаголы, они всегда почти одинаковые будут. Для всех местоимений они будут одинаковые. I swim, you swim, they swim и так далее. Окей, с этим мы разобрались. Как в английском языке задаются вопросы, это вообще отдельная тема, и мы ее сейчас разберем. Дело в том, что в английском языке вопросы задаются не как в русском. Не просто вот так вот, типа, ты Дениска? Типа, не просто вопрошением интонации. В английском языке, чтобы задать вопрос, нужно поменять местами слова в предложении. И это не так сложно, как кажется. То есть, например, типа, он Денис. Как бы сказать, он Денис. He, Денис, нифига, he is Денис. Окей, вопрос задается как? Берется и меняется местами предложение слова. То есть вопрос всегда меняем местами. Любой вопрос всегда что-то надо поменять. Вы не можете просто этот вопрос не поменяв ничего. Иначе это, не вопрос. Мы же с грамматикой с вами разбираемся. Вопрос. He is Денис. Is he Денис? Мы берем is, вот то, что мы вставили искусственно, мы его на первое место выфигачиваем. Is he Денис? Мы друзья. We are friends. Question? Are we friends? Все, супер, просто поменяли местами и все получилось. Вот так это работает, окей? Вам нужно запомнить, если вы задаете вопрос, всегда были меняем местами. Если вы задали вопрос, ничего не поменяли местами, значит вы задали неправильный вопрос. Вас поймут, но это какая-то чертовщинка. Отрицание. Как делать отрицание? Ну вы знаете, don't, да? I don't. Но на самом деле нифига. Отрицание это просто кусочек not, прикрепленный к чему угодно. То есть not, он просто такой, типа, прикрепляется ко всему, к чему можно прикрепиться. Можно прикрепиться не к такому количеству глаголов, как вам кажется. Например, к to be как раз таки можно. Я не Паша. I am not Паша. Вы не можете сказать I know Паша. I not Паша. Нифига, не забывайте про to be. Он всегда должен быть. I am not Паша. Окей? В таком случае это прокатывает. Итак, отрицание. Он не Дениска. He is not Денис. Прикрепляем not к is. Ну, не бывает по-другому. Все, с этим мы разобрались. Слава богу, все, тема закрыта. Так быстро. Итак, нет глагола, добавляем to be.
Трава зеленая. Трава это grass, зеленый это green. Grass is green. Не забываем про to be. Это очень важно. В любом предложении, где нет глагола, он замечательный молодой человек. He good man, who good amazing young man. Нет. He is amazing young man, okay? He is an amazing young man. Артикль тоже тут нужен. С этим мы разобрались. За нету вставляем. Дальше у нас глагол have. Это иметь. То есть, забейте, что я говорю слово глагол, можете вообще выкинуть из головы. Иметь. Когда мы говорим иметь, когда мы хотим сказать, что мы что-то мы имеем, правильно? Например, я говорю, у меня есть тачка. I have a car. Все супер. У меня есть мама. I have mom. Что у вас есть? Расскажите. I have. This. Давай, расскажи, что у тебя есть. I have, давай. Вот слушай, вот ты смотришь и думаешь такой, нет, это другие будут, рассказать я не буду. Если ты не будешь открывать рот, а просто будешь запинать в голову все знания, все это пройдет бесполезнейшим образом, понятно? Все, что я говорю, нужно повторять. Кто бы перед вами не сидел в окружении, все в вашем окружении должны быть за ваше развитие. Если кто-то против, посылайте нафиг. Если с вами одноклассники сидят, пошлите нафиг, если они думают, что это типа смешно, что вы повторяете за мной. Если вы не открываете рот, не повторяете, мозг ваш не запомнит. Как мозг может запомнить? Как вот я могу водить машину, не садясь за руль? Никак. Надо сесть и поводить за руль, подержаться, понимаете? Что у тебя есть? Рассказывай, не тупи. I have this, I have that. Давай, что ты точно знаешь? Окей. Погнали, все просто, так? Смотрите, есть маленький один нюанс. I have, they have, все круто, но для he, she, мы берем has. Помните, для he, she у нас было is, да? То есть I am, а he, she is. А здесь будет has. То есть he, she всегда в английском языке где-то будет тусоваться s. Надо вам запомнить это. Итак, у него есть мама. He has mom, окей? У нее есть тачка. She has whip, she has car, окей? Все просто. Согласны? Просто для he, she мы используем s. Почему? В русском языке у нас вообще миллиард вариантов. Я иду, ты идешь, они идут, имеешь, имеют, имеем. Видите, вариантов миллиард. Ем, им, ешь, эш. В английском только he, she, s. Все. I have, she has. Окей? Вопрос как задается. Это точно так же, меняем местами. I have car, have I car. В британском английском они еще используют got. I have got mom. И они меняют местами. Have I got a mom? В английском, американском просто можно поменять местами и забить фиг. I have dog, have I dog. She has car, has she car. Okay? Вот так и все. И забейте пока. Это то, что нам нужно. Вопрос меняем местами. Не забываем, что нужно менять местами при вопросе. Спросите, у него есть дом? Has he house? Все. Отрицание, но частицу прибавляем have. Она прикрепляется. У него нету травы, которая растет этой зеленой. He has not grass. Не he там not have, не he no have. He has not grass, окей? Можно сказать she doesn't have grass или там I don't have, но пока мы просто меняем местами и отрицанием прибавляем not. Итак, в английском языке всегда, запоминайте, это постулаты, я сейчас вношу. Постулаты, которые нужно, вот остальное все запоминать можно, не запоминать ничего. Просто 3 постулата запомните, и этого достаточно будет. Остальное не запоминать нужно, не на память воздействовать себе, выписывать, сейчас в табличке, а просто обрабатывать, повторять, и это запомнится. Окей? Вам нужно понять первое, можете выписать, если вам удобно, но не надо смотреть таблички глазками своими, иначе вы сломаете мозг, потому что в следующий раз, когда будете говорить, вы будете представлять табличку, потом по ней идти, вот так у вас будет в голове компьютер работать. Разговор — это не компьютер, я сейчас не думаю, что вам говорить, я просто с вами разговариваю. Так должно быть в английском в идеале. Постулаты, которые реально нужно запомнить. Первое, для глагола добавляем to be. Второе, he, she, it всегда у нас идет s, да? I have, she has. Но это даже не постулат, это потом можно запомнить. Второй постулат. Меняем местами при вопросе. Третий постулат, прибавляем частичку not к глаголу при отрицании. Все, пока постулатов на сегодня достаточно. Я думаю, вам этот урок зашел, все стало понятно. Теперь главное, просто вы будете делать ошибки в ближайшее время, не бойтесь, замечайте их. Кто-то сказал to be? Окей. То. Окей, вопрос меняем местами. Короче, не запаривайтесь сильно над тем, что у вас не получается. У вас не получается не потому, что вы не знаете. У вас не получается, потому что у вас язык еще не приучился к этой теме. Окей? Поэтому делайте упражнения, которые находятся внизу. Я всех вас очень рад видеть. Сейчас мы прошли только 1% из всей грамматики, которую я вам буду здесь объяснять. Легко было? Согласитесь, очень просто понять, что в английском языке, где глагол оставляется to be. Просто берем и впихаем его. Все, тупо. Не надо думать ничего. Просто берем и впихиваем to be. Все. Это получается, это работает, окей? Вот как я нажимаю на газ, и машина едет. Я не знаю, как это, там цилиндр работает, как они понимают, что нужно вверх, взрыв, какой взрыв, какая спичка, в какой момент она поджигает топливо. Не знаю. В английском языке не знаю. Все, ставлю и работает. Все, работает. Отлично, супер.
Меняем местами, работает, все работает, супер. Ничего не надо трогать, окей? Договорились, пока. Привет, ребята, это второй день нашего бесплатного марафона. Я уверен, что у вас уже многое в голове сложилось, но это всего лишь маленькая крупица из того объема знаний, что я хочу вам дать. И это все так просто усваивается, что просто капец. Сегодня поговорим про глагол can. Что ты можешь делать? I can swim, I can jump, I can run, I can fly. Что ты можешь делать, надо проговорить. Давай. I can, let's go, let's go, let's go, let's go. Окей. Вопрос как задается. Давай. I can swim. Вопрос, задай мне вопрос. Спасибо, Паш. Ты можешь плавать? Can you swim? Все, так и работает. Отрицание. Я не могу плавать. I cannot swim. Все. Прошли. Прошли тему, закрыта тема, 40 секунд, 20 секунд, сколько, прошли тему. I can, she can, you can, we can, все can, ничего не меняется, все просто can, супер. Итак, сейчас поговорим про предлоги. Вы знаете, что такое on, буду показывать на прихоле чехла. On the head, under, под головой, under the head, in, потом есть in front of, перед, и behind, за. А еще есть between. Повторяем за мной. On, under, in, in front of, behind, позади, и behind, и between the hands. Как сказать? Яблоко на столе. Apple on table, да? А глагола-то нет. Где здесь действие? Лежит на столе? Нет. Яблоко на столе. Нету действия, нет глагола. Добавляем. Яблоко на столе. Apple is on the table. Окей? Хорошо. Телефон в руке. Что вы думаете? Is там, in, что использовать? In это в, а is это вспомогательный глагол, который нужно вставить, чтобы он был, потому что вы знаете почему. Telephone is in the hand. Telephone is in the hand. Окей? Можете просто telephone is in the hand. Понятно? С предлогами разобрались? Разберетесь тогда, когда вы их обработаете. Значит, упражнение мы делаем сейчас. Предлоги просто нужно обработать, не нужно запоминать, где in, on, путаться. Будете путаться. Не надо бояться путаться. Путаться уходит со временем. Всегда мы поначалу будем путаться. Это не значит, что вы не запомнили, что вы тупой или что у вас память плохая. Память вообще вам здесь не нужна. В английском языке память не нужна вам, не нужна. Вы слова запоминаете не на память. Вы по-русски говорите не с помощью памяти, понимаете? Никакой разницы между английским и русским в этом плане нету. Я на английском говорю не по памяти, я просто часто используемые слова достаю быстрее из головы. Все, никакой памяти, не зазубривал слова никогда в жизни. Окей? Можете на память рассчитывать, тоже можно, но сложно. Потому что все, что вы делаете в английском языке, это не из-за памяти происходит, это из-за практики. Чем чаще вы повторяете, тем проще вам будет. Окей? Память здесь ни при чем. Если даже вам 89 лет, не важно, вообще не важно. Договорились? Ох, спинку хрустнул. Погнали дальше. Есть еще другие предлоги. Как сказать во вторник? In Tuesday, on Tuesday, at Tuesday. Не знаю. Как сказать в 5 часов вечера? In, at, от, непонятно. Как сказать в январе? Видите, в русском языке мы говорим в. В английском языке вот это вот в. Разные предлоги. Не страшно. Легко, погоним. Итак, at мы используем со временем. At 5, at 9, at со временем. Запомнили? Все, закончили. At со временем. Окей? Встречаемся в 2. Это we meet at 2. Окей? Не просто не we meet 2. Ага. Мы встречаемся 2. Что 2? Чего? 2 года? Что? В 2. Окей? С длинными периодами времени мы используем in. В 95 году in 1995. В феврале in February. А я родился в июне. I was born in June. Не at, не on, а in. In длинный промежуток времени. At время, in длинный промежуток времени. On с днями недели. Просто со словом день. Там, где есть день, там и on. On Sunday, on Monday, on Wednesday, on birthday. Окей? On day. Итак, 3 постулатика. At 5, at время, on day, in big period of time. Окей? Long period. Понятно? Все, запомнили. И делаем упражнение. Если не делаем упражнение, то мы это все запомнили, но забыли. Делаем упражнение и увидимся завтра, в следующем уроке, потому что завтра будет самая важная тема. Но вы понимаете, сейчас я рассказал только 2%. Мы вот на самом деле, вот смотрите, сколько я рассказал. To be. Вопрос отрицания, это все разные темы. Местоимение я вам рассказал, окей? Я вам рассказал еще have и can, еще плюс вопрос отрицания к ним сделаны, окей? Еще рассказал предлоги времени и предлоги места. Итого я рассказал вам 8 тем за 2 урока, за суммарное время, 15 минут.
8 тем – это 1 месяц, мы уже месяц прошли занятий в школе, потому что 2 раза в неделю вы занимаетесь в школе. 1 месяц занятий в школе, мы только что с вами прошли, и для вас это понятно. Если это непонятно, спросите, окей? Но тут все настолько понятно, что просто to be вставляем и все, вам не нужно ничего, непонятно как вставляем, берем и вот так вот, как мы чехол на землю кидаем, так и to be вставляем. I am! Вот и все, вставили, просто проговорили языком это am, и получилось. Все, guys, увидимся в следующем уроке, мы уже прошли месяц. А представляете, что будет вообще, когда мы попадем на полный курс? Вы просто офигеете нас от простоты, от легкости того, что будет происходить. Ну, вот нереально, отвечаю. Это тот курс, который готовится, просто разнесет вам бошки за, не знаю, за полгода в школе. Вы столько не будете узнавать. Погнали на завтрашний день. Привет, гайс! Это 3-й заключительный урок в нашем мини-курсе. Я очень рад сегодня рассказать вам про одну из самых непонятных тем, у которых вот у людей вообще непонимание возникает, почему они так говорят, зачем они это делают, почему нельзя по-другому. Сейчас разберемся и вам все расскажу. Сегодня я хочу рассказать вам про тему there is, there are. Что за бред? Вот все вы слышали такое, да? There are apples in the fridge. Почему колонка такая громкая? Твою мать. Посмотрите на меня. Надо свалить. There are apples in the fridge. There's so many people, or there are so many people in the street. Почему они это говорят? Зачем это говорить? Смотрите, проблема есть одна такая. В английском... неудобно. В английском языке всегда прямой порядок слов. Что это значит? То есть мы не можем сказать «хожу я гулять». В русском можем сказать «я хожу гулять», «гулять я хожу гулять», с котом пошел в магазин, с котом пошел, с котом в магазин пошел в магазин. Короче, можем менять местами, и все, ничего не меняется, смысл не меняется. В английском языке только один порядок слов. Мы не можем сказать «пошел в магазин с котом». Go to shop with cat. Мы так не можем сказать, потому что прямой порядок слов подразумевает, что всегда справа подлежащее. Кто? Потому что сделал, логическая структура, то есть, типа, ты рассказываешь историю другу, например, ты говоришь, друг такой, что ты? Он не спрашивает, куда ты, что? Он спрашивает, что ты, да? Я пошел, потом, какой логичный вопрос, да? Никогда, а куда? Я пошел в магазин, а потом уже куда, окей? То есть, всегда прямой порядок слов, всегда нужно напрямую задать вопросы. Я пошел в магазин с котом. I went to the shop with my cat, окей? Только так и никак по-другому. И прикол такой. Как сказать, в Великобритании есть королева. Как это нам сказать? In Britain мы не можем так сказать. Где у нас подлежащее? А? Queen is in Britain. Королева в Великобритании. Это немножко другой смысл. Мы говорим, что в Великобритании конституционный строй подразумевает королеву. Тупо сказал на русском, ну ладно. Типа, мы не можем сказать так. Или, например, как сказать? Britain has queen. Британия имеет королеву, но Британия это страна, как она может иметь королеву? И что нам теперь делать? Как нам это сказать? В Британии есть королева. Как это сказать? Есть. Что она? It? Нет. Здесь есть фраза there is, there are. Это конструкция, которая объясняет, что что-то где-то есть. И она нужна для того, чтобы не начинать фразу с предлога или там in Britain. There is a queen in Britain. There is queen in Britain. Вот теперь эта фраза логично имеет теперь смысл. Надеюсь, вам стало понятнее. То есть, например, как сказать... много людей на улице. Можно сказать many people in the street. Но что, к чему это я говорю? То есть, many people in the street. Ну, непонятно, к чему я говорю. Много людей. Ну, то есть, вообще непонятно. Лучше сказать there are many people in the street. То есть, на улице много людей. Или, например, в Беларуси есть президент. In Belarus is president. No, in Belarus president. Как сказать? There is a president in Belarus. Понятно? Словили эту суть? Вам не нужно копать уже глубже, вы уже все и так понимаете. There is, помните, is для he, she, it, и are для we, you, they, окей? There is banana, there are bananas, окей? Все просто, вопрос как задается, переменной мест. Is there any bananas? Are there people in the street? Люди на улице сейчас, да? Навальный протест, are there people in the street? Понятно? То есть эта тема, она такая, какая-то скользкая, потому что в русском языке нету, типа, there is, there are. А в английском языке есть. И это объясняет, что что-то где-то есть. Договорились? Надеюсь, вы будете использовать. И сейчас, вот эти вот 3 темы, какие 3? Мы 6 тем прошли уже. Это всего лишь 0,1% из того, что я вам хочу объяснить. Потому что это все маленький объем знаний. Вы такие, о, очень вкусный пирог. Вы кушаете одну вишенку с пирога, такие, очень вкусный пирог. Я говорю, гайс, а есть еще пирог? А есть еще пирог? Потому что из-за ваших отзывов я решил сказать полный курс, в котором будет очень много тем, которые рассчитаны или на 14, или на 28 дней. Это up to you, на ваш выбор. За который я разнесу вас мозг
просто в клочья, расскажу про времена, расскажу про артикли, в конце концов, чтобы вы разобрались, что это такое вообще, зачем это надо. Расскажу про все предлоги, расскажу про множественные числа, much, many, some, any. Мы разберемся, раз и навсегда закроем этот вопрос для себя полностью. В полном курсе моей грамматики. Это стоит всего лишь 2000 рублей. Но по эффективности, как 3 месяца работы в школе, в платной школе, а в общеобразовательной так целый год. И за эти 14 дней я вам расфигачу мозги просто капец. Очень дешево и очень полезно. Вам нужно перейти по ссылке, которая находится внизу этого ролика, и посмотреть на цены. Потому что, когда вы посмотрите, вы захотите этот курс купить. Вы уже прошли 3 дня. Вы уже понимаете, насколько это просто. Мне 1000 отзывов пришло. Ну, условно, отзывов, наверное, 50 пришло. 400 человек зарегистрировались на этот марафон. Короче, это просто невероятное условие для вас сейчас предлагаю. Самое важное, что каждый день цены будут возрастать. То есть каждый день за завтра цены будут уже больше. Еще цены будут еще больше. Так что, ну, почему я это делаю? Потому что я понимаю, что очень много людей сдают на курс. Очень много людей сдают на курс. И это мотивация для тех, кто хочет зайти сейчас, чтобы они сейчас именно и зашли. Понимаете? И за эти 14 дней вы узнаете реально намного больше, чем вообще вы могли, в принципе, узнать. И мои объяснения вам уже знакомы, вы уже представляете, как я объясняю. Вы уже видите, Павел Спикс объясняет вот так просто. Это что, можно заплатить деньги, он объяснит мне все? Да! Объясню вам все до уровня B1. Это то, что закроет вашу потребность в английском на ближайшие, не знаю, года полтора, потому что B1 уровень, это достаточно серьезный уровень. Если вы, например, у вас уже B1, но вы забыли все, что вы проходили раньше, этот курс тоже для вас подойдет. Если вы вообще ничего не знали с нуля, этот курс для вас тоже подойдет. Он не подойдет только если у вас уровень такой, как у меня, или чуть-чуть ниже. Понимаете? Ну и даже если у вас уровень такой, как у меня, разговорный, может быть, вы забыли грамматику, и вам нужно выстроить и достроить кирпичи, понимаете, очень плохо разговаривать, когда у вас нет фундамента. Вы как будто бы летаете в воздухе и не за что опереться. Это вот чувство, знаете, когда вы общаетесь, и вам не на что положиться. Это то самое чувство. И вам нужно заделать эти дырки в фундаменте. Вам нужно выстроить фундамент, если у вас его нет, и заделать кирпичи, которые выпадают. Этот курс непосредственно призван для того, чтобы это сделать. Поверьте, за 14 дней вы расшибете себе бошку и получите огромные результаты. Я очень вам рекомендую, вы сами все видите, вы уже проходили курс, поэтому вперед, я вас обожаю. Увидимся уже завтра, кто оплатит курс. Не завтра, 3 числа, 3 февраля старт курса. Увидимся тогда и погоним дальше по всем темам и проработаем их. Обожаю вас. Пока.